В Башкирии 12 часов 3 минуты. У микрофона Дмитрий Колпаков. В эфире очередной выпуск программы «Аспекты городской среды». Приветствуйте нашего эксперта, специалиста по антикризисному управлению Олега Арефьева. Доброго дня, Олег. Да, у вас дня, у нас утро. Всем доброго. Пишите комментарии в чате трансляции, ставьте лайки. Расшифровка эфира будет позже доступна на сайте «Аспекты Медиа», а также в телеграм-канале «Аспекты» и в наших соцсетях. Для желающих помочь «Аспектам» в описании трансляции есть ссылка на сервис Boosty, Donation Alerts, а также реквизиты криптокошелька. Также рекомендуем к просмотру выпуск программы «Здесь живут люди» с Аркадием Гершманом и Русланом Валиевым на канале «Живой гвоздь». Эта программа выходит каждый четверг из берлинской студии «Эхо». Олег, что происходит на рынке автоперевозок в Уфе? Перевозчик «Автомик» то уходит, то не уходит. Что за метания такие? За двое суток несколько противоречивых сообщений. То он сначала объявил, что уходит, потом опроверг, потом снова объявил, потом сообщил, что все-таки покидает Уфу, и мэрия готовится объявить новый конкурс на 258 и 167 маршруты. И где найти ему полноценную замену? А я напомню, что «Автомик» начал работать в Уфе с декабря 2021 года на маршруте номер 258 Дема и Норс. И я приведу некоторые сообщения пресс-службы Радия Хабирова, которая сообщала, что «Автомик» зарегистрировался в республике, налоги от его деятельности будут поступать в местный бюджет, писала тогда пресс-служба Радия Хабирова. А вот что сам Радия Хабиров написал в своих соцсетях в декабре 2021 года. Я всегда протягиваю руку дружбы и сотрудничества коммерческим перевозчикам при условии, что они будут вкладываться в новые автобусы, соблюдать все наши требования. Меня радует, что частный бизнес начал вкладывать свои деньги, покупать новые автобусы, вместе с нами исправлять ситуацию. Как видите, появились и новые перевозчики. Для тех, кто хочет работать, зарабатывать, создавая при этом комфортные условия для пассажиров, наши двери открыты. Конец цитаты. Я напомню, что это был декабрь 2021 года. Олег, так что случилось? Ведь «Автомик» — это витрина транспортной реформы Хабирова. Ну, я вообще бы как бы не относил бы это непосредственно к транспортной реформе Хабирова в этом отношении. Это, если уж говорить о фрагменте транспортной реформы, это транспортная реформа Клебанова. То есть мы можем как бы, ну, понятно, что мы сейчас не можем именно утверждать и говорить об однозначном, но есть неопровержимые свидетельства того, что «Автомик» — это абсолютно креатура Клебанова, которая зашла под его покровительством. Вся работа «Автомига» курировалась Клебановым, обеспечились определенные необходимые преференции по выбору маршрута, по выбору, значит, определенных условий работы. И они получали очень часто эти преференции даже больше, чем Башавтотранс. И мы понимаем великолепно, что как только, значит, и причем у «Автомига» были определенные планы на дальнейшее развитие, то есть как бы на дальнейший заход, и Клебанов еще даже перед своей скоропостижной отставкой успел внести 2 маршрута, которые планировались под «Автомиг», еще увеличение количества автобусов. Олег, давай скажем, что Александр Клебанов — это министр транспорта республики, арестованный 7 мая. И в этот же день перестал быть министром. Вот. И, соответственно, естественно, после ареста Клебанова «Автомиг» не понимал, с кем разговаривать, о чем разговаривать, тем более как бы взаимоотношения «Автомига» с Клебановым ограничивались не только автобусами. Там еще очень много интересных нюансов, в которых нам стоит разобраться в дальнейшем. Вот. И просто «Автомиг», понимая, что сейчас ему намного сложнее будет бегать по городу и по региону, выяснять, с кем дальше иметь контакт, он сделал вот такой ход экстравагантный, понимая, что если он в августе уходит, то в сентябре, плюс тут выборы, день города, ну в городе коллапс, не коллапс, но проблемы будут. Я еще, наверное, только уточню, что «Автомиг» очень сильно рассчитывал именно на регулируемый тариф на дотации. То есть он заходил под обещание регулируемого тарифа, когда ему платили бы дотации, субсидии за его работу на городских маршрутах. А работать с остановки, вот чисто с остановки без дотации, ему на самом деле не особо выгодно было. И Клебанов это обещал, Клебанов пытался пробить под них финансирование, и где-то даже, может быть, был уже близок к этому, но не успел. Соответственно, «Автомиг» совершил вот этот определенный демарш с написанием отказа, значит, от маршрутов, и сразу же все засуетились, забегали и начали как бы с ним пытаться разговаривать, вести диалог. И насколько я знаю, что сегодня даже представители руководства «Автомига» были в Уфе, и было совещание чуть ли не в правительстве республики.
Меня это немножко удивляет, потому что Автомик, обычно рядовой перевозчик, проблемы взаимоотношений с которым у нас решается на уровне правительства республики, причем проблемы в городе. Определенная такая путаница, но это говорит только о том, что в свое время на Автомик была сделана очень серьезная ставка. Ну, вот, да, для него были выделены два, наверное, самых основных кассовых маршрута. Вопрос теперь в другом, что Они не если... были выделены, извини, они были созданы, чуть ли не созданы с нуля. Да, выделены, созданы с нуля. Более того, что эти маршруты в большей части дублировали либо маршруты частников, которых убрали, либо, значит, маршруты Башавтотранса, на которых просто... 290-й маршрут Башавтотранса, да, самый такой трансконтинентальный через весь город. Его Да, ликвидировали. на нем сократили максимально выход, то есть для того, чтобы Автомик мог совершенно спокойно там зарабатывать определенные деньги. Вот. Что будет дальше, если уйдет Автомик? Да, честно говоря, если как бы система работает нормально, у них сегодня, по-моему, если не ошибаюсь, что-то около 60 автобусов работает. Это не так критично и не так много, как может показаться, причем это средний класс, даже небольшой класс. У Башавтотранса я почему-то почти уверен, что больше автобусов сейчас стоит без водителей на приколе. Вот. Поэтому вот как бы трагедия как таковой при нормальной организации, при нормально работающей системе это вообще не могло стать. Проблема в другом, что да, сформированные под него условия, его определенные претензии, которые, значит, например, на предмет обещаний Клебанова, которые он сейчас транслирует на республику, на город. И мы понимаем, что Автомик как бы имеет не только претензии и основания для этих претензий, потому что Клебанов, правда, там наобещал им очень много, авансов надавал. Поэтому здесь смотри как, уйдет, не уйдет, не знаю. Вот сказать так, что, значит, что не исключено, что сейчас, значит, как бы республика пойдет, запутавшись вообще в полномочиях, где чьи полномочия, где городские, где республиканские, но пойдет на договоренности с Автомигом и, значит, пойдет на уступки, начнет им платить за работу на маршрутах, но это не снижает рисков в перспективе, потому что мы же понимаем, что любой внешний перевозчик, тем более почувствовав вкус победы в шантаже определенном, а это сейчас то, что происходит, это отчасти форма шантажа определенного, а дальше будет только углублять эту всю историю. И если дальше он сейчас еще начнет наращивать объемы автобусов на линии, то и форма шантажа уже будет более увесистая, потому что убирать будет сложно. Проблема в том, что, Дим, у нас реально сегодня как бы и Башавтотранс, он очень через раз сильно работает из последних сил. Нет водителей, многие проблемы внутри по техническому обслуживанию, по содержанию. Мы их скрывать можем, конечно, бесконечно, но рано или поздно все это лопнет, вылезет. Частники, очень многие начали сокращать объемы выходов, сами автобусы начали продавать и уходить вообще в другие виды бизнеса. Потому что мы очень долго не давали поднять цену на проезд, а если мы к этому относимся как к бизнесу, мы можем вот его ругать, хвалить, еще что-то. Но мы должны понимать, если бизнесу невыгодно, он работать не будет. Просто потому, что мы хотим, и он должен. Он нам ничего не должен, это бизнес. Ну, насчет Вот про здесь... чуть позже поговорим. Я просто хотел такой момент уточнить. А если в этот момент на сцену вернется, допустим, предприниматель Виктор Искалин? Да ты понимаешь, дело в том, что как вернется, Дим, ведь понимаешь, автобусы сегодня не стоят пачками за забором и не ждут, пока появятся под них маршруты. Вот. Виктор Искалин должен где-то будет взять автобусы, нанять водителей, создать снова систему, все это сложить с учетом повышающихся цен на автобусы, на эксплуатацию, на содержание, увеличение контроля и всего остального. Остальные-то перевозчики почему сейчас уходят? Потому что становится менее и менее выгодно. И, допустим, тому же самому Виктору Искалину сейчас лезть в эту петлю, когда это экономически не совсем целесообразно, плюс несет кучу рисков взаимоотношения с разными фискальными органами, ну ему зачем это? Я вообще считал всегда и много лет об этом говорил, что если мы говорим сейчас о транспортной именно с точки безопасности города, именно с точки зрения гарантий для его жителей в мобильности, что они могли ездить на работу, по делам и вообще передвигаться свободно, и чтобы снизить нагрузки на дороге, надо развивать своего перевозчика. Неважно, в какой он форме будет. МУП сейчас как бы уже не создают, МБУ не создают, значит, МБУ еще можно там, но оно не подходит, такая форма.
Развивать своего перевозчика, искать какие-то новые подходы и с этим работать. Не знаю, посмотрим. Город очень долго этим не занимался, потому что этим занимался регион. У города вообще были обрезаны руки и полномочия. Сейчас на город перевалили эту головную боль, и город как бы начинает ее решать, насколько быстро, насколько как это получится. Будем смотреть, Дим, надеяться как минимум. Ну, уходит автомик, не уходит, он так или иначе цены-то он повышает на проезд. И я напомню, что с 3 июня в Уфе увеличит плату автомик за проезд в автобусах 167-258 за наличный расчет и по банковской карте 41 рубль, по карте АОГА 34 рубля. Против сегодняшних 30. Решение о поднятии цены за проезд 3 июня также приняли 6 частных автоперевозчиков, включая предпринимателя Фаниса Батырова, компанию «Уфимские автобусные линии», я так понимаю, что тоже империя господина Батырова, компания «Панавто», компания «Альянс СКД», «Арбат Плюс», инженерный центр «Техника», а также ГУП «Башавтотранс». И сейчас, как сообщает РБК, повышается стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 3 числа при оплате наличными или банковской картой стоимость проезда увеличится до 35 рублей с нынешних 30. Улучшат ли это перевозки? Появятся ли тогда большие автобусы? Наладятся ли регулярные перевозки? Ну, что по этому поводу думаешь? Нет, ну давай начнем с того, что вообще в повышении цены может меня закидать помидорами, желательно свежими, желательно спелыми. Но в повышении цены самого крамольного ничего нет. То есть, мы должны понимать, что кругом вы зайдите, хлеб растет, колбаса растет. И я повторяюсь, мы относимся если к этому как к бизнесу. Этому бизнесу должно быть выгодно этим заниматься. Если ему будет выгодно этим заниматься, то тогда его можно принуждать к исполнению определенных требований, потому что он будет все равно будет желать получить прибыль. Если он не будет получать прибыль, любая попытка требования от него новых автобусов и всего остального, проще будет их поставить, продать и уйти с линии. Тогда мы останемся один на один с Башавтотрансом, который, к сожалению, при всем желании сегодня город не вывезет, даже если захочет. Поэтому повышение цены в этом крамольного ничего нету. Проблема в другом. И я понимаю возмущение жителей. Оно заключается в следующем. То, что цена повышается, а качество падает. И этот асинхрон, я понимаю, это возмущает. То есть, если вы повышаете цену, то, ребят, повышайте качество. И это нормально, стабильное, такое желание и требование населения к тем людям, кто повышает цену на проезд. Но здесь у нас, как всегда, возникает вопрос, что вперед, яйцо или курица? Так, сейчас, секунду. У нас, как всегда, возникает вопрос, что вперед, яйцо или курица. То есть вперед, значит, мы начинаем платить более высокую цену, а потом появляется, значит, у нас хороший качественный перевозчик, либо наоборот. То есть сперва появляется хороший качественный перевозчик, а потом повышает цену. У нас перевозчик новый не появляется, цена повышается, надежда, что он появится, есть, но такая довольно-таки прозрачная, тем более учитывая, что автомик уходит, а ты еще должен понимать проблему Башавтотранса. Давай я сейчас тебе нарисую очень такую интересную картину, которую мало кто понимает и в городе мало кто ожидает. А Башавтотранс на сегодняшний день работает с городом по контракту за рубль. То есть он, как государственное унитарное предприятие, получает основные денежные потоки, компенсации из региона. С Нового года, 1 числа января 2025 года, по указанию Владимира Владимировича Путина, все муниципальные унитарные предприятия, работающие на конкурентном рынке, должны быть либо приватизированы, либо ликвидированы. Соответственно, после того, как Башавтотранс приватизирует, либо переводит в акционерное общество со 100% участием государства, что это тоже является приватизацией, он уже, и будем так сказать, у него кончится возможность получать эти разные схемы, деньги по кривым и не очень схемам из регионального бюджета, и он будет вынужден работать исключительно на контрактах. То есть то, что он заработал, то должен получать. И тогда его контракт за рубль с городом не устроит совсем. И он придет в город и скажет городу: дай денег, где-то в среднем там он попросит 2-3 миллиарда. С учетом бюджета обеспечения, то, что он будет собирать кассу, 1,5 миллиарда.
И город должен к этому быть готов и должен это быть понимать. Потому что перенастройка этой системы, которая более чем возможна с 2025 года, она еще таким серьезным ударом будет по нашей системе. Понимаешь, мы вот очень долго жили в парадигме вот таких понятийных решений. Сейчас Клебанов пришел, вот он сейчас все решит, тут договорится, этих приведет. Мы не строили систему, мы имитировали создание системы за счет каких-то договорных полупонятийных схем. Ушел Клебанов, схема рухнула. Уйдет следующая схема понятийная рухнет. Системы нет. То есть транспортная реформа как таковой до сегодняшнего дня вот, полноценной в республике не произошло. А ты еще пойми, если мы хотя бы хоть как-то надуваем зайца, значит, на уровне республики, показывая Уфу, а у нас же еще целая республика есть. Есть куча точек, населенных пунктов, куда вообще автобусы не ходят. Они вынуждены по 2-3 километра ехать до трассы, там стоять, там на повозках, на гужевых. Еще я это видел. Это просто, может, как бы в городе так тяжело воспринимается. Я это видел. Они приезжают вот на этом, на лошади с телег и сидят, все ждут автобус около дороги. И им как-то надо, а мы должны понимать, что им надо как-то в школу, в больницу, в поликлинику, в магазин, еще что-то, в город выехать. Населенные пункты, которые находятся на расстоянии 50 километров, я где-то видел статистику, причем федеральное изучение, что у нас что-то, по-моему, 65% не имеют устойчивого транспортного, населенных пунктов небольших, не имеют устойчивого транспортного сообщения с городом, со столицей. А мы там реформу делать не планируем. Как бы мы в Уфу. Кстати, новость тоже интересная очень про реформу и последнее объявление. Я буквально сегодня видел объявление, что Башавтотранс отменил закупку на 3 миллиарда автобусов. Да. Есть такая новость. Это причем деньги, внутренние деньги перевозчика, а не какие-то там федеральные деньги. Кстати, тоже интересно, почему так? Вот, ну почему так ты кончился? Так, ты меня слышишь? Да, прекрасно. Ага. Почему он отменил, кстати? Есть какие-то соображения? Ну, соображения-то они были еще до того, как он это объявил. Дело в том, что Башавтотранс на сегодняшний... Башавтотранс вообще никогда не отличался способностью и возможностью выплачивать лизинги. И я не помню ни одного закрытого лизинга Башавтотрансом лично, то есть как бы вот, который взял бы в лизинг и отдал. Последний лизинг до сегодняшних событий, это был лизинг, который был взят, по-моему, при Хамитове. И потом, значит, там вплоть до того, что были претензии от КАМАЗа, вплоть до ареста вообще всего и вся, начали лихорадочно перезанимать деньги, взяли в рекфонде, потом не смогли вернуть рекфонду, чтобы закрыть, значит, лизинг. Потом в рекфонду отдали за эти деньги Северный автовокзал, в котором обещали сделать центр перевозок, и ничего не сделали, центр управления перевозками, и ничего не сделали, вокзал продолжает разрушаться. То есть Башавтотранс никогда не отличался, у него экономика не построена на эффективности, то есть у него нет эффективности, даже вот не заложена в его модели она. А если нет эффективности, то он, соответственно, не в состоянии исполнять свои финансовые обязательства. Вот ему купили автобус, он худо-бедно их может содержать. Более того, постоянно выпрашивает деньги в регионе. Не купили ему автобусы. А он, ты учти, он сейчас и так уже в лизинге зашился. Он там взял пригород междугородних автобусов в лизинг, в надежде на них заработать в летний сезон. У нас как бы в городе не до конца обеспечено транспортно и в республике. Он покупает автобус, уезжает на межгород. Ну, к нему сложно претензии, он тоже в коммерческой логике живет. Вот, поэтому я говорю, ну, сейчас взяли бы мы на 3 миллиарда еще лизинга, а ты, я говорю, мы с Нового года, я же только что об этом говорил, должны перейти. Я не знаю, у нас часто что-то отменяется, меняется, парадигма, концепция. Мы должны перейти на все акционерные общества вместо МУПов, тогда только контракты, и тогда он вообще сложно будет ему очень с точки зрения экономики, не имея возможности, чтобы бюджет республики ему вкачивал деньги. И либо он это понял, либо у него даже сейчас просто нет денег на эти автобусы. Но опять же, Дим, смотри, некому управлять этими автобусами. Сколько пишут, сколько жалуются. Мне же из гаражей постоянно ребята пишут, что Олег Викторович, ну беда полная, запчастей нет, на линию гонят в любом состоянии, автобусы ремонтируют через раз, с водителей поборы. Выживают только сильнейшие. Желающих в большой очереди работать нет. Много автобусов стоит без водителя. Давайте еще на 3 миллиона.
либо их все-таки какое-то озарение на них снизошло, что это может стать таким последним гвоздем в их крышке гроба. Либо, может быть, просто даже не нашли сейчас денег на обеспечение там, какого-то первого лизингового платежа. Не исключаю и это. Давай будем закрывать эту тему. Все-таки Клебанова мы упомянули уже чуть выше, но все-таки интересно, а за что он поплатился? Почему такой арест действующего министра, напомню, и стремительное увольнение, а не ожидание решения суда? Есть какие-то теневые версии? Что случилось с Клебановым? Ну, теневых версий очень много, сейчас даже все надо перечислять, и смысла и времени нет. Я тебе скажу проще, Клебанов очень дерзко и очень нагло себя вел во всех отношениях. И у меня такое ощущение было, что как бы, он же из Перми уходил тоже очень плохо. То есть это не в Уфу он пришел и плохо себя вел. Он в Перми уже, к нему очень много вопросов. И люди, которые там с ним работали, очень негативно отзываются и о нем, и о том, как он себя вел и как работал. Почему мы допустили это? Почему мы пустили сюда его? Это другой вопрос к тем людям, которые это сделали. Он не мог закончить по-другому, вот в принципе, потому что вся его политика поведения была такая, что он отжимал у всех по возможности сколько мог, давал кучу обещаний, набирал авансы, и рано или поздно должно было закончиться. Он как бы еще начиная свою деятельность в таксопарке, если ты почитаешь отзывы об его таксопарке, там больше половины водителей кинули в итоге на гарантийные платежи, которые они вносили, им их не вернули. Поэтому, я тебе говорю, вопрос просто времени был, и я еще думаю, что он даже подзадержался. А за что? Да я тебе говорю, там можно список составить размером с общую тетрадь, за что его могли взять. Он слишком себя вел беспредельно, нагло. И, кстати, насколько я знаю, у него даже внутри с командой не было таких теплых отношений. Даже в команде к нему как бы Хабирова относились довольно-таки прохладно. Не знаю, почему держали, что он обещал тоже, вот что он городу обещал, что выполнил из этого. Но то, что мы еще долго будем вот как бы ощущать, как на транспортной системе, вот этот вот эффект Клебановщины, это я точно тебе говорю, независимо от того, идет автомик или нет. И закроем транспортную тему тогда картой Алга. Снова шквал критики, снова жалобы на то, что не принимают или списывают по 2 цены даже за проезд или еще что-то. Тут школьника опять высадили, у которого отказались принимать Алгу. Опять предприниматели, опять перевозчики не хотят связываться с Алгой. Да что опять не так? Ты понимаешь, дело в том, что Алга — это вообще очень такой сложный, интересный вопрос. Этому, наверное, может даже посвятить целую передачу будет отдельную. Там нюансы заложены в самой системе. То есть, когда эта программа разрабатывалась, когда этот проект вообще разрабатывался, причем у нас на тот момент своя транспортная карта была и очень неплохая, уралсибовская. То есть, у нас было не сказать, что мы как бы жили без транспортной карты, и вот нам она нужна была. Просто появились люди, которые сказали, мы хотим иметь определенный процент со всех проходящих денег перевозчиков. Как заставить перевозчиков эти деньги платить? Назначить процент. Для этого надо, чтобы они рассчитывались, все пассажиры с перевозчиками, через терминал этой компании. Вот чтобы привязать их к этому терминалу, придумали карту Алга. Потому что если другие терминалы не могли принимать карту Алга, и они не давали к ним, как бы, владельцы карты программного обеспечения, не давали возможности другим терминалам, других операторов принимать эту карту. А дальше всем внедрили в голову, что Алга — это наше все, и как бы вот мы без нее даже жить не можем. Но здесь тоже очень интересный момент. Вот смотри, допустим, вот Башавтотранс, мы опять возвращаемся к этой истории, я сейчас тебе просто так вот. В итоге программное обеспечение выкупило акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт». По факту это коммерческая организация. Там половина значит, акций принадлежит республике, половина акций принадлежит Уралсибу. И не совсем понятно, почему, значит, республика как бы вот эту Алгу в Уфе внедряет и по всей России, по всей Башкирии. Потому что сделать единых тарифных скидочных каких-то механизмов в рамках этой карты на всю республику невозможно. Либо тогда какое-то деление карт. То есть там есть сложные технические моменты. Поэтому любая карта транспортная в любом другом регионе, она работает как определенный механизм получения скидок, бонусов.
То есть там существует тарифное меню, количество поездок, значит, по еще чему-то, еще, значит, там скидки от пакетные какие-то скидки, проездные месячные, льготные. У нас же проездной даже месячный, у нас нет его. У нас есть проездной, который как бы всем заявили, что у нас есть. Он действует только на автобусах Башавтотранса. Все. А вот теперь смотри, значит, это частная компания, которая, значит, говорит, что вот вы принимаете мою алгу дешевле, потому что, значит, как бы с этих денег идет популяризация моей карты. И у меня возникает вопрос, а на основании чего вообще популяризацией карты и установкой тарифов по алге занимается наш Госкомитет по тарифам республиканский? Это частный проект, ну, частный, там понятно, что есть участие долевое, значит, в акционерном капитале, но по факту это акционерная частная структура, то есть коммерческая структура. И Госкомитет по тарифам устанавливает тариф на стоимость проезда по карте коммерческой структуры. Логика вообще по закону совсем другая должна быть. Госкомитет устанавливает тариф, а частная структура с целью популяризации своей карты заключает дополнительное соглашение и компенсирует перевозчику, либо договаривается с перевозчиком на эту разницу. И здесь вообще все запутано получается. А теперь смотри, там также вот эта пересадка, счастливый час в рамках этой карты, еще что-то. Теперь смотри, мы возвращаемся. То, что я тебе говорил, Башавтотранс с нового года начинает работать по контрактам. В рамках контракта заложить это невозможно. Потому что транспортная карта, она вообще не регулируется ни одним федеральным законом. Вот необходимость принятия банковской карты, она регулируется законом о защите прав потребителя. Транспортная карта не регулируется оборот ни одним законом вообще. То есть, соответственно, прописать это в контракт, компенсацию по этой карте невозможно, тем более по компенсацию по карте частной структуры. И дальше Башавтотранс должен сказать, нет, хорошо, теперь я не получаю субсидии из регионального бюджета, я готов за свой счет, значит, вот эти 2 или там 3 или даже 5 рублей сколько доплачивать за пассажира. Ну, тогда вопрос к эффективности Башавтотранса, а у нас вообще как бы он, что он в прибыли работает в серьезной, в большой, в крупной, что может это делать. Причем он может это проводить как акцию, но акцию только может проводить из своей прибыли, а прибыли-то у него нет по большому счету. Поэтому и вот мы не совсем, точнее, как бы, мы не все, кто-то из нас понимает, кто-то не до конца, что с Нового года и по алге могут возникнуть очень серьезные вопросы, потому что если сейчас Башавтотранс перестанет получать с любыми скрытыми, в том числе механизмами дотации по карте, то он откажется ее принимать, и тогда, если по алге не откажется, может принимать, он сделает ту же сцену, что и за наличный проезд, и проезд в банковской карте. И тогда популярность карты очень резко упадет. Сегодня для многих людей там 5 или 10 рублей, да, реальные деньги, я их понимаю. То есть у нас люди как бы есть и с очень небольшими доходами, они экономят, и им это нужно, это важно. Вот. Но еще раз говорю, то, что вот непосредственно сама карта имеет сейчас очень высокие риски, тем более, значит, она сейчас там никак не может восстановиться еще после того, как Киви закрыли, потому что у меня очень много вопросов, почему по сути своей на механизме, который предназначен был для вывода денег за рубеж и всяких обнальных схем Киви, и это подтвердил Центробанк и суд, отозвав лицензию у них, почему мы строили свою по смыслу абсолютно легальную схему на их базе. Они сейчас там пытаются каким-то перезаключаться, еще что-то. Ну и плюс мы должны понимать, что у нас по БРСК один из самых крупных процентов. То есть перевозчик, когда принимает карту оплату, он мало того, что скидку как бы вынужден давать, его вынуждают часто административным ресурсом. Плюс еще он платит 4, там почти 5% это компании БРСК за то, что вот он принял их карту. Там, Дима, очень сложная история. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем, наверное, даже вот до конца этого года мы увидим там серьезные изменения. Тут я считаю, что город однозначно должен иметь свою транспортную карту, строить на ней свое транспортное меню, как в Перми. То есть в Перми же у них не краевая карта, у них городская транспортная карта, которая имеет очень широкий набор разных тарифов. То есть люди, которые постоянно ездят, пользуются транспортом, платят меньше.
которые ездят реже, платят больше. Есть пакеты. Ну, в общем, как это было в нулевые в Башкирии, собственно говоря, когда у МОЭТа, у Уфимского была своя карта, у Башавтранса была своя карта, плюс еще БРСК имитировала социальные карты, да. Кстати, БРСК, Дим, они не имитировали, вот тогда как раз реально были социальные карты с большим количеством функционала, там были школьные тарифы, там социальные тарифы были в эту карту зашиты. И я тебе больше того скажу, в 2010, я вот могу сейчас ошибаться, по-моему, в 2010 и в 2011, 2 года подряд Башавтотранс получал премию «Золотая колесница» именно за внедрение этого продукта. Эту продукту, ту карту, ту, которую мы похоронили. Да, помню, заслуга Маматказина, тогдашнего директора Да, Башавтотранса. совершенно верно. А в 2007 году, когда ее запускали, так сюда даже приезжал Собянин и изучал опыт в Уфе именно внедрения социальной карты. И отчасти это послужило прообразом именно вот части продуктов, которые сейчас внедрены в Москве. То есть здесь мы можем смеяться, может нет, можем нет, но в определенный момент мы как бы даже были впереди всей страны, вот реально были впереди всей страны. Все-таки хочется закончить уже транспортную тему. Поскольку ты находишься в Питере, не могу не задать тебе такой вопрос. Вот смотри, мы только что разбирали Автомик, Башавтранс, водителей не хватает в Уфе, в Башавтрансе дефицит кадров. Ну вот Питер, пожалуйста, благополучный город, сытный. 10 мая, напомню, случилась трагедия. Водитель городского автобуса номер 262 при повороте с Большой морской улицы не справился с управлением. Автобус Волгабус развернул, он пробил ограду моста и упал в мойку. 6 пассажиров погибло. Уже, в принципе, уголовное дело подошло, расследование подходит к завершению. Выяснилось, что водитель автобуса работал чуть ли не 2 суток на линии. При этом на него сейчас вешают всех собак, что вот он там иммигрант, хотя с российским гражданством, что вот он такой-такой-сякой. Перевозчик частный, компания такси, зарегистрирована в 1997 году. В принципе, на хорошем счету городских властей. Вот, пожалуйста, почему здесь такие проблемы? Да как, почему? Дело в том, что не надо думать, что Санкт-Петербург, либо та же самая Москва, они абсолютно, будем так говорить, исключены из процесса вот этих проблем и не имеют их совсем. А в Москве просто, ну, там, да, серьезные бюджеты, с одной стороны, с другой стороны, там очень серьезное внимание к правильному освоению этих бюджетов. Хотя там тоже есть куча вопросов. Но за счет того, что все-таки там больше денег и как бы больше преференций для водителей, качество работы и зарплаты выше, там все-таки с водителями вопрос стоит менее острым, хотя он тоже стоит. В Санкт-Петербурге после транспортной реформы, когда начали увеличивать количество выходов на линию, там и в самой транспортной реформе были определенные ошибки, заложенные именно в аналитике транспортных потоков и количества требуемых автобусов. Там тоже нет водителей, тоже как бы условно иммигрантов используют. Такси это, будем так говорить, производная от фирмы Питеравто, то есть бакулинская история абсолютно, производители автобусов Волгабас. Вот. И просто там очень хитро сделана схема, там все автобусы находятся на балансе собственности отдельной компании, и вот появляется такая компания типа такси и берет в аренду у этой головной компании автобусы в аренду. То есть, если что-то происходит, по большому счету не отвечают ничем. То, что водитель оказался с такой переработкой максимальной на линии, если будет доказано, то, конечно, компанию-перевозчика надо наказать максимально сурово. Хотя, ты знаешь, я много ездил по регионам, наблюдал ситуации, в Санкт-Петербурге в том числе. Очень редко их заставляют выходить на линию, водителей с такими переработками. Они сами мечтают и надеются, и все, потому что понимают, что чем больше они переработают, тем больше они получат. И они как бы сами вот выходят, им так, а можешь выйти? Конечно, все, да, я же вот столько заработаю. Вина перевозчика здесь исключительно в том, что он допустил, он не имел права допускать. Погоди, в каждом автобусе стоит тахограф, который призван не допускать. Да не стоят тахографы, чего вы взяли? И я в сетях это читал. Внедрение тахографа автобуса отложено, по-моему, до 25, если не 26 года. Обязательно внедрение тахографов. В автобусах нет, в городских. Я не знаю, кто где. Вот я несколько раз видел такое утверждение в сетях. Грузовые автобусы, грузовые автомобили, да, междугородные автобусы, да, городские автобусы нет. Они освобождены были от тахографов. Это была очень громкая история.
Это пытались их ввести, шло возмущение с городов, потом поняли, что если их ввести, то реально транспорт может стать. Их отложили, я вот сейчас не помню год, 25-й или даже 26-й. На сегодняшний день обязанности устанавливать тахографы и передавать с них данные, хранить и обрабатывать нет ни у одного городского автобусного перевозчика. Что же, пойдем дальше по повестке. Пришла на днях новость из Москвы, что ГИБДД России вернуло название Госавтоинспекция. Аббревиатура из 5 букв была введена в 1998 году. Я имею в виду ГИБДД, в том числе для того, чтобы избавиться от негативного отношения к службе. Однако 4 года спустя старое сокращение было разделено, так или иначе, вот возвращение к старому. На твой взгляд, для чего это было сделано, для чего вы вернули старое название Госавтоинспекции, и так ли уж ДПС-то была плохая? Через 4 года решили, что лучше вернуться к старому негативу, чем плодить новый, да? Ты знаешь, я вообще не могу понять логику переименований этих, потому что в них какого-то реального смысла, абсолютно в плане реальной деятельности нету никакого. И можно только анекдот вспомнить про скрип кровати, которые двигают по борделю, вместо того, чтобы менять персонал. Ты понимаешь, вообще обычно такие вещи происходят для того, что когда что-то происходит, надо срочно, перестроиться, прикрыть какие-то вопросы, либо по новой что-то решить, потому что смена названия, в момент смены названия можно какие-то вопросы решить, именно которые очень сложно решить без этого. Ты понимаешь, я не берусь, не знаю почему, именно что продиктовало. То есть я понимаю, что с технической точки зрения никакого смысла в этом нету. Я знаю точно, что ГАИ и ГИБДД, неважно как она называется, очень долго вообще пытались и шли к тому, чтобы ликвидировать, передать полномочия постовым. Причем в этом определенная логика есть, потому что в Европе, во многих странах, допустим, нету отдельно выделенных дорожных полицейских. Вот. И в результате сокращения ГИБДД, ГАИ, ГИБДД, я даже сейчас не знаю, как это называть, давай ГАИ. В результате сокращения ГАИ очень массовых там сократили, по-моему, за последние несколько лет больше половины состава, и в основном как раз именно постовых уличных, от которых был толк смысл. Сейчас это больше такая бюрократическая структура, которая что-то утверждает, с камерами, там контролирует, выписывает какие-то, там штрафы, еще что-то регулирует. Точнее, контролирует, не регулирует. Хотя, в принципе, государственная автоинспекция изначально была ее функция, это регулирование и предотвращение на дорогах. Они реально этим занимались. Сейчас, по сути, я всегда говорил, и, наверное, повторюсь, то есть это моя, может, непопулярная точка зрения, я считаю, что нам надо возвращать живых инспекторов на дорогах, и только это отчасти может реально снизить аварийность, потому что аварийность у нас в этом году опять критически растет, и уже даже нет шансов, практически нет шансов за очень небольшой надеждой, что мы сможем поместиться хотя бы в показатели прошлого года. Мы же видим, что сеть дорожных постовых не вернули, зато вернули 3 буквы. Я просто к практической пользе. Для чего это? Это ностальгия, это может быть отсыл к каким-то практикам старым, я не знаю, может быть, полицию в милицию снова. Здесь даже не копай, никакого смысла с этой точки зрения нет. Это какие-то внутренние моменты, которых сложно сейчас гадать, но это именно внутренние моменты взаимоотношений, распределения полномочий, еще чего-то именно в той области. Никакого отношения, повернуться лицом к народу, более привычное название, ностальгии, этого точно здесь нету. Это какая-то внутренняя кухня, я лично не знаю. Я думаю, что, может быть, в ближайшем обозримом будущем какие-то предположения в интернете появятся, можно будет почитать. А мне даже сложно предположить, но я еще раз говорю, это какие-то внутренние инфраструктурные, организационные моменты, связанные именно с их внутренней кухней. Так или иначе, это все равно повлечет за собой расходы на смену цветографических наклеек на машинах, замену печатей, штампов, бланков. Конечно, причем огромные расходы, очень большие расходы. Но еще раз говорю, не исключено, что даже цель смены названия, сами эти расходы, маловероятно. Скорее всего, говорю еще раз, потому что когда меняется название, то есть, допустим, начинают смотри, в этом году аварийность растет везде, растет критически. Было поручение Владимира Владимировича, снизить аварийность до определенных показателей.
Если в конце года, вот я тебе просто как вариант накидываю, в конце года, значит, там президент, правительство вызывает главного ГИБДДшника, гаишника теперь уже, и говорит, почему у нас народу погибло больше, чем мы вообще планировали даже в страшных снах? Он говорит, вы понимаете, мы в течение года ради повышения эффективности занимались реформированием, и, соответственно, определенные моменты были упущены. Это вот так работает. Вот. Поэтому я тебе говорю, что... Хорошо, дальше пойдем. Между тем, россияне перестали воспринимать поездки на самокатах как развлечение и все чаще пользуются ими как в качестве обычного городского средства передвижения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РАМИР. 74% опрошенных заявили, что поддерживают введение правил движения для таких видов транспорта. И вот буквально свежая новость. Из мэрии Уфы в Уфе хотят ограничить скорость самокатов до 5 км в час в людных местах, сообщил Ратмир Мавлиев. Цитата. «Планируем ограничить максимально допустимую скорость при подъезде к пешеходным переходах и местах массового пребывания людей до 5 км в час». Скорее всего, это будет сделано при помощи спутниковой навигации. А также увеличить размеры табличек электросамокатов с целью идентификации пользователя для привлечения его к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Конец цитаты. Как можешь оценить эту новость? И во-вторых, мы уже не раз говорили в наших эфирах, что в принципе полиция-то не хочет заниматься самокатами. Это же дополнительное как бы отвлечение внимания. Ну, дело в том, что здесь самое интересное, в этой новости есть определенная логика. Я сейчас объясню. Сейчас, секунду. Вот. Я сейчас объясню. Логика определенная есть в чем? В том, что на скорости 5 км в час самокат практически на нем невозможно ехать. То есть за счет маленькой колеса и определенной слабой управляемости, то есть 5 км в час скорость пешехода, ехать на нем устойчиво практически невозможно. Соответственно, значит, как бы люди, вот, если ограничить технически возможность 5 км в час, они вынуждены будут спешиваться. То есть, если подъезжает электросамокат к пешеходному переходу, и в этот момент у него автоматом через ГЛОНАСС или еще какой-то ограниченную скорость до 5 км в час, то ехать через переход он будет очень сложно, он будет быстрее и проще его спешиться и перейти переход как бы с ним под мышкой. Вот. В том числе в людных местах. То есть, понимаешь, здесь не вопрос в том, что мы как бы снизим скорость, и они начнут меньше ездить. Ты попробуй, вот сам возьми как бы электросамокат и попробуй на очень медленной скорости на нем удержаться. Очень сложно, поверь мне. Я пробовал ради интереса. Я не говорю, что я являюсь фанатом электросамоката, но когда они появились, я пошел в парк, взял электросамокат и попробовал его во всех как бы скоростях, положениях и всем остальном. На скорости 5 км в час он неустойчив, он плохо управляем, на нем очень тяжело ехать. Соответственно, я тебе говорю еще раз, если в районах пешеходных переходов, в больших скоплениях людей, детей ограничить скорость до 5 км в час, то они вынуждены либо одной ногой как минимум упираться для равновесия, контролировать это, либо вообще спешиться. И в этом логика как раз вот есть очень даже неплохая. Вот. Потому что, еще раз говорю, я лично вообще сторонник более жестких мер, и меня, говорю, опять же, можете теперь уже помидорами закидать. Я сторонник вообще запрета электросамокатов в центре городов, на тротуарах, в историческом центре, в туристических зонах. И я вообще сторонник полного запрета. Потому что, ну, вот ограничение до 5 км в час отчасти это и есть как бы такая определенная мягкая форма запрета. Потому что, ну, брать самокат для того, чтобы кататься по центру со скоростью 5 км в час не будет брать никто. То есть, пожалуйста, тебе не запрещают, ты его можешь брать, кататься, использовать, еще что-то. Но со скоростью 5 км в час, ну, вообще, как бы, смысла нет. Поэтому люди просто не будут брать в центрах, не будут на них кататься в центрах. Определенная мягкая форма запрета. Почему нет? Я говорю, то, что логика в этом определенно, по мне, так есть. А что делать тогда с частными самокатами электрическими? Вот я сейчас выглянул в окно, там стайка подростков с электрических самокатах, ну, их становится все больше. На них нет никаких номеров, на них нет системы ГЛОНАСС, они точно 5 километров не будут Я, развивать. честно говоря, Дим, ты знаешь, вот я не знаю, но я даже в Питере не видел большого количества частных самокатов. То есть вот частный самокат, у нас есть либо вот кикшеринг, либо, значит, доставка, которым как бы Яндекс отдельные там самокаты выделяет, часто они пользуются кикшеринговыми самокатами. Массово электросамокаты личные я не видел, и скорее всего это как бы вот такая экзотика, которая как минимум пока не представляет большой опасности. То есть, когда я иду по центру, либо гуляю по центру, либо по парку, либо еще что-то, я всегда вижу именно вот эти кикшеринговые, каршеринговые электросамокаты. Хотя нет, конечно, есть личные, и вот там в парках иногда где-то гуляешь, смотришь, там парочки катаются на личных электросамокатах. Понимаешь,
Личным самокатом ты в город редко выйдешь. Почему? Потому что тебе надо куда-то его прийти и поставить, а там его просто могут украсть. И все. Поэтому, а ты многие вещи не занесешь. В институт ты его не занесешь, никуда не поставишь, если ты приехал в институт. На работу ты тоже его там не занесешь, на улице ты его не оставишь. Поэтому лично это, скорее всего, все-таки развлечение вечером, а не как транспорт. Потому что именно фокус кикшеринга, что ты подошел в любом месте, вышел, встал на нем, доехал до нужной точки, там бросил. У тебя нет проблем его держать, хранить, заряжать. Поэтому популярная, легкая, удобная и недорогая функция. Поэтому я говорю, вот я с этой точки зрения однозначно да, то, что с частными, ну тоже надо что-то будет думать в итоге. Ну это проблема, потому что либо мы их приравниваем именно к полноценному средству транспорта, и тогда мы вынуждены будем номера, права и все остальное, это дополнительная нагрузка на ГИБДД, дополнительная нагрузка вообще на все, и возникают большие сложности. Но я не исключаю, что в итоге мы вынуждены будем к этому прийти. То есть, как бы, если вот это, а явление это растет от года в год, то есть, понимаешь, как бы мы каждый год возмущаемся, каждый год к концу лета начинает расти, и мы каждый год говорим, потом наступает зима, мы забываем сразу, быстро об этом всем, о проблемах самокатах, обо всем. Проходит зима, начинается лето, они снова появляются, и уже больше еще, даже, чем в прошлом году было, их количество снова растет. И я боюсь, что рано или поздно, если мы сейчас не возьмем под контроль, а, к сожалению, как взять под контроль, мало кто понимает, но вот как вариант ограничения скорости до 5 км в час, ну, вполне возможно, да, если это технически легко и выполнимо, я здесь могу ошибаться. Поэтому, в принципе, за запрет я лично, за вот эти 5 км в час, потому что это, в принципе, приравнивается к части к запрету. Пойдем дальше. Вчера перед депутатами Госсобрания Башкирии выступал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков. Самое интересное, что депутаты достаточно жестко задавали вопросы, на удивление, и даже несколько раз придрались к теме затянувшейся реконструкции железнодорожного вокзала Уфы. Он сослался на тот момент, что после теракта в Волгограде изменились нормы безопасности на железнодорожном транспорте, и пришлось пересмотреть всю проектную документацию о реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе. Но вот уже сколько, там 15 лет уже он реконструируется, да, и до сих пор не доведен до логического завершения. Что не так с этим вокзалом? Почему нельзя уже, в принципе, поставить точку? Да не таких, наверное, больших денег стоит окончание его реконструкции. Хотя бы просто подъем, не знаю, высоты платформы до уровня по вагону, там, не знаю, такие моменты. Ты понимаешь, я, честно говоря, как бы вот я очень давно не был на ЖД вокзале, вообще очень редко пользуюсь ЖД, но не так давно как бы вынужден был так, проехать на поезде, мне надо было куда-то доехать где-то вот в пределах там суток, не суток, а ночи по железной дороге. Я был в железном вокзале. Ты знаешь, ну как тебе сказать, ну, во-первых, я не понимаю, как бы вот логики, что там еще вот так заканчиваетесь исторически. Вы сейчас, вот, в принципе, покрасите, оставите в покое. По большому счету, вот как бы он законченный, логически. Там достаточно места, достаточно зон. Есть даже зоны как бы для подзарядки, есть туалеты, есть какие-то худо-бедные кафешки. Качество сложно спорить, но я в одном кофе попил, кстати, довольно-таки неплохой кофе был. Вот. И ты знаешь, я как бы вот не понимаю, куда вот что от него еще хотят сейчас, что еще там вот как бы реструктуризировать. Ну, может быть, подход. Там сейчас ремонтом уже заниматься надо. То есть вот вся эта реконструкция, которая, если разговор идет о выходе на верхнюю площадку, посадочную для общественного транспорта в перспективе, то там у нас сейчас как бы нет наверху общественного транспорта, трамвай ходит через 10 раз. Если когда трамвай начнет ходить нормально, вполне возможно, это будет актуально. Но и то там сейчас есть выход. Поэтому я не совсем понимаю именно вопрос, какой реконструкции окончания идет речь. Потому что я говорю, я был на ЖД вокзале, по мне это вполне логически законченный ЖД вокзал, даже со своим VIP-залом, бизнес-комнатой. Я, правда, туда не заходил. Вот. Причем довольно-таки чисто было, аккуратно. Мне как бы я не сказал, что там было цены, конечно, там конские, там вода что-то по 150 рублей обычная такая. И я сразу вспомнил, что там директора вокзала задержали за вымогательство с этих киоскеров. Олег Мигунов, да, напомню, что ему недавно продлили срок нахождения в СИЗО, тоже какая-то мутная история. Да, продолжи, пожалуйста.
Но в целом, я тебе говорю, мне вокзал понравился. То есть я не сказал бы, что он идеальный, что он хороший. Но я вот недавно был вынужден приехать на Киевский вокзал в Москве, он в разы хуже, вот поверь мне. А облупившийся вообще, там кафешка вообще убогая, это в Москве Киевский вокзал. А наш вокзал вот, вот, относительно Киевского на порядок лучше. Для города, для нашего, ну, ты знаешь, вопрос, конечно, можно было бы лучше, многое можно было лучше. Но я тебе говорю, вот лично у меня, как у пользователя, какого-то мощного негатива связанного с вокзалом не было. Быстрый, ненавязчивый досмотр. То есть там вот эти стояла охрана, рамки работали, они осматривали, досматривали, но не привязывали, всех не вытряхивали. Пьяных я там не видел, там один бомж появился, его сразу куда-то увели. То есть, может, я попал так. Но вот мои впечатления довольно-таки было приятное от вокзала. Я нашел место, где сесть совершенно свободно, взял кофе, подключил телефон, пока ждал поезд, вышел на перрон, покурил аккуратно там в месте для курения в отведенном, сел, у меня не было никакого негатива, и вот там типа, когда вы достроите, когда вы доделаете. Поэтому я, Дима, еще раз говорю, я не понимаю, о достройке чего разговор идет вообще. По всей видимости, имелось в виду второе крыло, которое там было запланировано. А куда сейчас второе крыло? Там эти два, они не заполнены. Вот я был, он полупустой вокзал. На втором этаже вообще никого народу не было. Хорошо, тот же Новиков анонсировал появление поезда в 2025 году между Уфой и Казанью. А нужно ли сейчас такое сообщение, когда коммерческие автоперевозчики полностью закрыли этот рынок, и у нас маршрутка ходит, в принципе, ночная? Нет, здесь, смотри, разные вещи абсолютно. Поезд нужен, очень. Объясню почему. Я сам очень часто езжу между Москвой и Санкт-Петербургом, я вообще живу на несколько городов. Получается так, что у меня много работы, я живу и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Иногда в Санкт-Петербурге живу меньше, чем в Москве и в Уфе. Вот. Между Москвой и Санкт-Петербургом есть все виды сообщения. Все. Скоростные сапсаны, автобусные сообщения, причем комфортные новые автобусы. Можно ехать на своей машине по скоростной дороге. Можно лететь на самолете. Я очень часто выбираю РЖД. Объясню почему. Потому что, значит, я подгадываю как раз к такому поезду, когда я прихожу в 10, я, значит, сажусь на поезд купе, и как-нибудь стараюсь брать, так что купе не сильно полное, а там можно, вот когда в конце берешь, прям видно, заполненное, незаполненное купе. Я спокойно ложусь, сплю, я приезжаю в 7 часов в Москву, я встаю, пью кофе, умываюсь и совершенно спокойно еду заниматься делами. Если я на Сапсане еду, это разрыв получается. Если на самолете, мне надо либо ночью ехать в аэропорт, либо ночью я прилетаю в аэропорт. И вот определенные моменты такие, вот как раз то, что поезд используется при коротких ночных переездах отчасти как вот место для отдыха, чтобы ты днем с утра встал, вышел из поезда и пошел по своим делам. В Казань приезжают отдыхать, в Казань едут, значит, в этом. Проблема в другом, что, понимаешь, я очень с большим трудом представляю, как мы синхронизируем поезд. У нас нет прямой железнодорожной ветки в Казань, вот все. Там Кировская область, по-моему, задействована, да, насколько я помню? Она там либо через Киров, либо через Самару. Это в любом случае крюк. Это в любом случае значит, либо вагон, либо пересадка. Вот эта проблема, тогда теряется смысл. То есть, если мне надо полночи ехать, потом в середине ночи куда-то выходить и садиться в новый поезд. Если это будет вагоном пересыпанным, опять же, то есть какие-то простые синхронизации вопросы, отправок, не знаю, насколько будет это эффективным. Проблема в том, что поезд нужен, поезд удобен. Вот лично мне я объяснил почему. Причем как бы иногда он даже бывает дороже, чем самолет, но мне удобнее поездом. А на машине я тоже приезжаю уставший, на автобусе мне неудобно, я устаю. В поезде я сел, взял кофе, вытянул ноги, включил компьютер, немножко поработал, лег спать. Все, утром встал, попил кофе, пошел. Я не теряю времени лишнего. В Казань едут отдыхать, часто едут по делам на какие-то мероприятия. Он был бы удобен многим, но пока не появится прямая ветка, а так сложилась история, что у нас с Казанью прямой ветки железнодорожной нет. Все. Пойдем дальше, у нас все меньше времени остается. На прошлой неделе строители разобрали усадьбу Бухартовских в центре Уфы, чем вызвали большой такой переполох. Это старинный особняк, который пообещал сохранить лично Ради Хабиров. Руководитель проекта реконструкции Аделина Багаева сообщила, что обследование и дальнейшая реставрация архитектурного памятника без разбора объекта культурного наследия невозможно. Но к 2025 году усадьбу обещают восстановить полностью.
Ну, мы понимаем, что, по сути, это будет новодел реплика, как особняк Росинского, который снесли и построили просто по фотофиксации из современных материалов. Ты все-таки живешь в культурной столице России и наверняка видел примеры реконструкции. Ну и с коммерческой точки зрения тоже, как можешь оценить такие вещи. Все-таки мы передача о городской среде. И вот второй пример. На этой неделе около Дворца культуры химиков в Черниковке полностью снесли мозаичный фонтан 70-х годов. Ранее городские власти пообещали его сохранить и восстановить, но просто все свелось к тому, что фонтан и его чашу снесли под ноль и пообещали рядом построить реплику. Ну вот два примера, два кейса, пожалуйста. Да, Дим, я честно не знаю, и наверняка опять скажу довольно-таки непопулярную точку зрения, но если мы хотим сохранить какое-то историческое что-либо, мы должны сохранять это в каком-то контексте. То есть, вот ты привел пример Санкт-Петербург. Санкт-Петербург — это старинные, исторически сложившиеся районы, со своей архитектурой, со своим еще чем-то. И тогда ты идешь, понимаешь, и ты идешь с экскурсоводом, и тебе объясняют, это дом этого, это дом. В Уфе вот эта попытка сохранения отдельных домов в среде, значит, городской. То есть ты идешь кругом 20-30 этажки стеклянные, и в середине стоит маленький какой-нибудь деревянный домик. Причем, вот я тебе говорю ради интереса, ты можешь стать рядом с этим домиком и спрашивать всех проходящих даже в возрасте, и тебе из 101 только скажет историю этого дома. Не просто название, допустим, вот дом такой-то, и даже название не все скажут, а историю этого дома тебе расскажет один из 100, если не 200. То есть, понимаешь, вот и тогда у меня вопрос простой, а зачем мы сохраняем, для кого, для чего? Мы не популяризируем, не рассказываем, не сохраняем в качестве комплекса. Никто не знает, стоит деревянная избушка посреди там вот этих 30-этажных домов, и никто не понимает, зачем. И вот все просто считают, что это, вот, нам страшно это потерять, потому что у нас много чего страшно потерять. Не хотим потерять, тогда надо подходить к другому, к этому вопросу. Надо создавать реально какие-то музейные комплексы. Но вот для меня лично вот большим, не ударом, наверное, а большей потерей было, когда снесли вот этот определенный комплекс Ленина. Ты помнишь, не помнишь, был такой на Достоевском? Да, закуток кусок сохраненной улицы с несколькими домами. И вот там, понимаешь, там было, вот там идешь и там что-то смотришь, там понимаешь, там именно был вот фрагмент истории, понимаешь? И в рамках этого фрагмента ты что-то понимал, ты погружался в какую-то эпоху, это было интересно. И там могли рассказать, и еще что-то. Я даже когда попал, там экскурсовод был, он рассказывал. И подмостки вот эти деревянные, и сами дамы. Это правда было интересно. Но если мы берем один домик, причем вот именно покрашенный свежей краской и покрытый свежей звездкой, там, не щебенкой, звездкой, шпаклевкой. Я не понимаю, то есть, понимаешь, хотя бы, я говорю еще раз, если бы люди хотя бы знали, им бы рассказывали. У нас многие чиновники, которые в том числе вот об этом рассуждают, спроси любого, историю, расскажи мне этого дома, вот как он появился, почему он появился. И вот часто эти дома такие становятся тотемами с непонятной историей. Про фонтан, Дима, я тебе реально говорю, я видел фонтан. Я тебе не скажу, что лично он у меня вызывал какую-то вот такую историческую ностальгию. Это не было произведением искусства, это был обычный, как назывался, советский модерн. Таких фонтанов было в каждых городах десятками. Не, он облицован был с Мальтой, и там какой-то рисунок какой-никакой. Вот сейчас, может быть, Рисунок, нам фотографию выведут. Посмотри в интернете, там просто хаотично в бетон была вложена мозаика по определенным подбором по цвету. То есть вот там не было какого-то, знаешь, вот это не делал какой-то художник, это не делал какой-то, это просто пришли специалисты и так вот на глаз вот это вложили, причем часто причем здесь же не вопрос в том, что давайте его снесем, он плохой или неплохой. Реально этот фонтан не работал 20 или 25 лет. Вот там внутри все сгнило. Вот реально, вот сейчас восстановить этот фонтан, его не разбирая, было невозможно. Вопрос, почему 20 лет этим не занимались, почему он гнил 20 лет, почему никто этим не занимался, это другой вопрос. Но сегодня, не разобрав этот фонтан, сделать из него что-то, либо тогда было два варианта. Либо признавать его какой-то исторической ценностью, каким-то памятником, относить забором и сохранять вот в таком вот историческом виде. Либо, значит, реально, я не знаю, Дим, реально, построят там что-то, не построят на этом месте. Насколько это будет похоже, хорошо или плохо, не знаю. Но вот в том, что вот сейчас
поднялась такая волна, что вот за этот фонтан разрушенный, как бы, ну, у нас ведь каждый кусок, у нас где-то кусок мостовой, где-то кусок дороги истории, где-то кусок стены. Давайте так город просто вот обнесем, сохраним вот исторический. Вот как Санкт-Петербург. Ты же в центре Санкт-Петербурга запрещена какая-либо застройка высотная. Какое-то изменение. Все дома признаны там объектами исторического наследия. За этим следят, за этим убирают. Об этом рассказывают. Это является частью истории. Тогда давайте либо это делать частью истории, туристическими объектами, туристически привлекательно. Либо просто не будем уже тогда вот как бы, вот, знаешь, пытаться сохранить из последних сил последний там рисунок карандашом на стене чей-то. Я к этому так отношусь. Может быть, я не прав, у кого-то своя точка зрения. Я не вижу вот какой-то трагедии в том, что сломали фонтан. Я не вижу какой-то трагедии в том, что, значит, там, допустим, вот этот дом сейчас снесли, потому что, я говорю, кого не спроси, вот и сейчас даже из зрителей, из слушателей, уверен, что почти все полезут в интернет, наберут, прочитают историю. В лоб спроси, никто тебе про историю его не расскажет, этого дома. Ни кем построен, никогда построен, ни почему построен. Я напомню, что речь шла об особняке Генриха Бухартовского, полицмейстера Уфы, последнего полицмейстера Уфы. Кстати, он основатель сада трезвости, который позже стал парком имени Ивана Якутова. Дальше пойдем. Буквально на днях состоялось заседание городского совета Уфы, и в центре Уфы переименовали небольшой 400-метровый проулок, электрический. Кстати, тоже историческое название, потому что он находился рядом с первой электростанцией Уфы. Так вот, одно историческое название сменили на другое. Теперь это переулок Сергея Довлатова. Ну вот к вопросу о поиске туристических достопримечательностей, что ли. Я просто помню, больше 10 лет назад был на совещании тогда еще мэра Ирика Елаова, и Елаов сказал, что нам не нужны никакие топонимические упоминания Довлатова, мол, перебежчикам и предателям улицы не даем. Ну, что-то наподобие такого было сказано. Ему привели тогда пример, то, что именем Довлатова назвали небольшую улицу в Нью-Йорке, что он сказал, что это была инициатива местной еврейской общины, и они добились своего. А нам такое, в общем, и не нужно. Ну вот смотри, за 15 лет изменилось, в принципе, мнение кардинально. Все-таки у Довлатова появилась хоть никакая маленькая улочка. Что это? Это поиск каких-то таких туристических достопримечательностей или просто под нажимом общественности? Для чего нужно было так делать? Нет, Дим, ну смотри еще раз, давай. Любая туристическая, понимаешь, вы никогда не слепите там, условно говоря, из говна и палок какую статую, которая может в итоге стать туристической достопримечательностью. У любой туристической достопримечательности должно быть что посмотреть, и должно быть что послушать, и должна быть легенда. Вот просто назвать улицу, я к Довлатову отношусь прекрасно, я читал многие вещи, я не всегда сторонник, чтобы называть улицы как бы через таким способом увековечивать память. Я немножко за другой способ, за более популяризацию его произведений, значит, постановку там спектаклей, еще чего-то более широкое. Но ходим мы сейчас на голые сиськи-письки смотреть и называем какую-то, значит, маленькую незначительную улицу имени Довлатова, считая, что мы отдали вот свою дань как бы его памяти, что это же ну, правильно, это же хорошо, мы же должны это сделать. Я понимаю, если бы это был музей Довлатова сделанный. Как вот, я тебе расскажу очень простую, короткую историю. Я приехал когда в Екатеринбург, меня встретили товарищи, он говорит, хочешь музей Высоцкого? Я говорю, что есть музей такой, и в самом начале истории был, когда я еще не знал этого. Меня привезли, там есть, значит, башня Высоцкий, башня, торговый центр, самый один из высочайших в Екатеринбурге. И на третьем этаже его музей, там на третьем этаже стоит его Мерседес, на самом деле тот Мерседес, который был у него, купленный, восстановленный, реставрированный, созданная его комната, его гитара, его кровать. И я говорю, а как здесь все оказалось? И мне говорят, это человек фанат, говорят, просто миллиардер, то есть очень богатый человек, хозяин этой башни. Да, давай уточним, что это частный музей, это не государственный. Да, я про что и говорю. Этот человек просто за свои деньги все это купил, восстановил, реставрировал. И вот это, да, вот я говорю, это было, наверное, когда лет 15 назад я был в этом музее, у меня до сих пор это в памяти, вот подход просто, со вкусом, и вот вещи, и как бы картины, музыка, и так все это сделано вот. И да, вот эта точка, когда мне ребята спрашивают, где в Екатеринбург, куда я говорю, сходите туда обязательно. Вот
А назвали бы просто улицу Высоцкого, ну что, ну улицу Высоцкого, ну еще что-то. И я говорю, поэтому, Дим, понимаешь, если мы перестанем имитировать, именно вот делать вид, что мы соблюдаем, там как бы ценим свою историю, что мы ценим свою архитектуру, именно имитировать, что мы ценим тех людей, которые среди нас, у нас жили, еще как-то. Вот именно вот название этой небольшой улочки, это вот, по мне имитация. Поэтому я говорю, я даже не знаю, где эта улица находится. Вот к стыду своему, я даже не знаю, где эта улица в Уфе находится. Это маленький переулок между офисом Башавтотранса и бизнес-центром «Капитал». Там в два ряда постоянно Все, понял, да. машины торгуются. Ну вот другой пример. Музей Шаляпина открытый 6 мая, буквально там же на улице Гоголя. Потому что Шаляпин к этому дому никакого отношения не имеет. Ну, здесь, да, здесь как бы, вот, ну, здесь, понимаешь, хотя бы логика какая-то есть. Это музей. Но ты опять должен понимать, если вы начнете как бы разговаривать, если мы начинаем разговаривать о системном туризме, системный турист никогда не едет на один музей, на один дом, на одно название улицы. У него должно быть минимум по несколько вариантов на 5-6 дней вариантов туристических наборов. То есть, куда съездить, что посмотреть. И не на какую-то ферму там, потому что это экстремальный туризм, вот, любители. Сплав по речке. Давайте уточним. Музей музыки имени Федора Шаляпина. То есть не сам музей Шаляпина, а музей музыки Федора Шаляпина. Но так или иначе, громкое броское имя. Ну, здесь едино, смотря что в этом музее показывают, как дают и как рассказывают. Если это сделано с чувством, с толком, с расстановкой, я только двумя руками за. Потому что вот именно так мы можем помнить свою историю. Так может зайти с детьми гулять даже житель города. Зайти, ему там расскажут, кто такой Шаляпин, покажут фрагменты, какие-то вещи, кусочки истории. Вот тогда, вот так история изучается. Не по названиям улицы, не по фрагментам исторических домов. А вот так, ну это моя личная точка зрения. Я считаю, что вот это правильно. Конечно, я согласен с тобой, что все-таки это надо размещать там, где он как бы либо бывал, либо жил, либо еще что-то. Но если это в центре, это возможность доступности. То есть уже как бы турист пришел, турист приехал, если вдруг его занесло в Башкирию, да и сами жители города. Я вот буду в Уфе, я зайду с удовольствием, сразу тебе говорю. Ну, мы только что упомянули Юлаова, давай все-таки вспомним его предшественника. Экс-мэр Уфы Павла Качкаева, ныне депутата Государственной Думы, объявили почетным гражданином города. Присвоить звание Павла Качкаева предложил Собор русских Башкирии. Решение о присвоении звания поддержали единолично все депутаты городского совета Уфы. Я напомню, что Качкаев занимал пост градоначальника с 2003 по 2011 год. Как оцениваешь его вклад в развитие Уфы, и какие-то плюсы-минусы, и кому из уфимских городоначальников ты бы еще такое почетное звание предложил бы дать? Да никак не оцениваю, если честно. Ни плохо, ни хорошо. Что-то он сделал много хорошего, что-то сделал не очень хорошего. Вот как любой, наверное, мэр. То есть какого-то явного негативного следа меня не оставило. То, что дали ему какое-то звание, ну, мне вообще, как бы, честно говоря, это какую-то роль для меня вот лично не играет абсолютно. Если назвать из как бы вот мэров реально, которых я для себя бы отметил, которые реально что-то вот, ну, понимали в жизни города, стремились, могли, делали, ну, наверное, для меня последний Зайцев был. То есть после Зайцева уже как бы вот людей, фигур масштаба Зайцева я не помню. Вот. К Елаву было огромное количество вопросов, у него был очень сложный характер, он очень сложно как бы относился, общался с людьми, тем более не своего круга. Но при этом у него были и плюсы тоже, в том числе он неплохо понимал, как работает городское хозяйство. И как бы вот неубранный снег и все остальное, это не было его недоработкой, это, скорее всего, было его механизмом борьбы с регионом в его войне, которая там шла. Поэтому, ну, Качкаев, для меня это связана фигура только с тем, что убрали трамвай с проспекта. Но опять же, понимаешь, это же не было его единственным принципиальным решением. Тогда ГАИ, ГИБДД, тогда ГАИ, сейчас ГИБДД, потом снова ГАИ. Они на этом очень жестко настаивали, потому что это был вопрос безопасности, было большое количество ДТП, когда машины по прямой летали в пешеходные переходы. Вот, там, потому что так выделена была трамвайная остановка, она была выделена, изменяла и ночью, там много машин улетало и часто. Это было требование ГИБДД, это, значит, были определенные вопросы как раз затруднения движения, потому что тогда еще Салават как таковой не особо движение шло оттуда. Поэтому я говорю, там тоже ведь это оценивать. У меня он связан, его фамилия. Убрали трамвай с проспекта. Следующая фамилия будет, кто этот трамвай вернет на проспект. Вот так будем запоминать. Один убрал, другой вернул. Пока того, кого вернул, нету.
Но зато Павла Рюриковича нет права теперь на бесплатный проезд на трамваях и троллейбусах, с чем мы поздравляем. Да, ему повезло. Олег, спасибо большое за то, что ты нашел время выйти в эфир. Благодарю тебя. Увидимся в следующую пятницу. Всего До доброго. До свидания, свидания. спасибо.